Мост через реку Малая Бутуобая. Техническая готовность составляет 70%. Четверть века без ремонта. В девятиэтажке по улице Геологов в Нерюнгри начался капитальный ремонт. В регионе огородный сезон. Какую рассаду предлагают на крестьянском рынке дачникам Якутии? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. 60 в Якутске, 19 в Ленском, 7 в Намском, по 3 в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и 2 в Алданском районах. Зафиксирован один летальный исход. В Якутске скончалась женщина 89 лет. У пациентки был ряд сопутствующих хронических заболеваний. 20 человек находятся в тяжелом состоянии, 474 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении. 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Основная задача – голосование должно пройти легко, а самое главное – безопасно. Для этого применяются такие алгоритмы, как голосование до дня голосования, голосование вне помещения для голосования, а также бесконтактное голосование на дому. На всех этапах голосования и подсчета голосов будут работать общественные наблюдатели, что обеспечивает не только безопасность, но и открытость голосования. Поправки в Конституцию Российской Федерации направлены на регулирование межнациональных отношений, которые существуют на данный момент в Российской Федерации. Например, мы видим рост самосознания народов России. Это вызывает все больше вопросов. Появляются те вопросы, которые надо решать здесь и сейчас. И создавая новые правила межнационального взаимодействия внутри страны, мы, считайте, даем еще больше шансов для сохранения и развития своей культуры каждому народу Российской Федерации. В Мирнинском районе продолжается возведение моста через реку Малая Бутуобия. Техническая готовность нового мостового перехода составляет 70%. Подробности у Марферины Алексеевой. Переправа через реку Малая Бутуобия соединяет промышленные, Мирнинский и Ленский районы с другой частью Якутии. Отсутствие круглогодичной переправы на протяжении многих лет ежегодно парализует движение. Строительство капитального моста наконец решит эту сезонную проблему, обеспечит круглогодичную транспортную доступность в отдаленные районы. На сегодняшний день монтаж металлоконструкций моста полностью завершен. Это порядка 1100 тонн, то есть смонтировали и методом надвижки поставили в проектное положение на опоры. Значит, оставшиеся работы – это покраска моста, монтаж водоотводных сооружений, это лотки, колодцы, там целый комплекс работ. И окончательный этап – это монтаж барьерного ограждения и дорожной одежды асфальтовой. Уже окрашен первый пролет моста. Ведется монтаж переходных плит на выездах мостового перехода, после чего работники приступят к укладке асфальтобетонного покрытия. Протяженность асфальтированной подъездной дороги составит почти 3 километра. Длина двухполосного моста около 200 метров. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, работа здесь ведется в обыденном, круглосуточном режиме. Все благодаря своевременно предпринятым мерам безопасности. Пришлось внести корректировки в плане перевахтовок людей. То есть дополнительно завезли вагончики для устройства обсерваторов. Сейчас люди у нас вторую вахту безвыездно работают, чтобы не терять темпов строительства. Сдача моста в эксплуатацию запланирована на 31 октября этого года. Стоимость проекта составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Финансируется из средств федерального бюджета. Заказчик Управдор Вилюй. А возведением занялось общество РНГ силами подрядной организации «Восток Сибспецмонтаж». Уже в этом паводковом сезоне жители пешим ходом переходили по новому мосту. Население радуется, ведь в этом году установка понтонной переправы последняя. Паводковый сезон прошел успешно. На данный момент ширина зеркала воды составляет 80 метров. Ежедневно уровень воды спадает примерно на 10-15 сантиметров. Сегодня приступили к монтажу наплывных мостов. И уже 5 июня мост будет введен в эксплуатацию. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район.
Четверть века без ремонта. В девятиэтажке по улице Геологов 49 в Нерюнгри начался капитальный ремонт. Качество работ подтвердил представитель Госстройнадзора. Помимо этого, ежедневный контроль осуществляют 3 организации. Центр независимых экспертиз, муниципалитет в лице управления городского хозяйства и председатель ТСЖ дома. Планируемое окончание работ по Геологов 49 20 июня. Сразу после подрядная организация приступит к ремонту домов по улице Ленина 1/1 и Ленина 1/2. На капитальный ремонт одного дома отводится от 1,5 до 2 месяцев в зависимости от погодных условий. У нас 3 дивизии. Одна дивизия – это у нас маляры. Вторая дивизия у нас получается – это у нас по ремонт межпанельным швам и по штукатуриванию фасада. Третья бригада у нас является, которая устанавливает оконные блоки в местах общего пользования. Вот. Как бы все материалы закуплены. Как бы единственное, что может помешать своду работы, это погодные условия. Во всех населенных пунктах алмазной столицы завершился отопительный сезон. Какие работы запланировали на летнее время, как прошел отопительный сезон, рассказывает Анна Винокурова. Достаточно ровный, без серьезных сбоев в работе оборудования и проблем в сетевом хозяйстве. Так оценили нынешний отопительный сезон сотрудники предприятия тепловодоснабжения. В алмазной столице отопление в квартирах горожан отключили 25 мая. Теперь начинается летний режим работы, ремонт. Мы выполняем ремонтные работы как собственными силами, так и, соответственно, подрядными организациями. На сегодняшний день практически все закупочные процедуры завершены. Мы заключаем договора с подрядными организациями. Также наши участки сегодняшнего дня приступают по подготовке к новому отопительному сезону. В приполярном городе батареи остыли на неделю позже, чем в Мирном. Отопительный сезон продлился 6 месяцев. Промплощадки и жилой фонд обеспечивали теплом 4 электрокотельных. Даже в самые холодные месяцы – декабрь, январь и февраль – сбоев в работе оборудования не было. Сказались прошлогодние подготовительные работы. Летом в городе заменили насосное оборудование и трубопроводы. По итогам прохождения отопительного периода проблемы и недоработки, с которыми пришлось столкнуться, учтены при постановке задач на предстоящий сезон. Но главной проблемой на территории муниципального образования города Удачных является задолженность потребителей перед ООО ПТВС. На сегодняшний день дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию составляет 98 миллионов 172 тысячи рублей. В Айхале отопительный сезон тоже прошел без нареканий. Летом в поселке начнут подготовку к проведению следующего. В плане 113 мероприятий. Мы проведем замену запорной арматуры, ремонт сетей тепловодоснабжения, ревизию насосного оборудования. Также запланированы работы по профиспытаниям, поверке приборов учета, чистки теплообменников. Также у нас будут выполнять работы подрядной организации по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в Нижнем поселке по улице Молодежной, также в Верхнем подземном коллекторе Нового города. Подготовка к новому отопительному сезону у теплоэнергетиков начинается сразу после окончания предыдущего. Им предстоит провести ревизию, заменить запорную арматуру и покровный слой. А еще изолировать участки трубопроводов, водоотведения и системы отопления, чтобы зимой в квартирах жителей было тепло. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В регионе начался огородный сезон. На крестьянском рынке Якутска продают рассаду огурцов и помидоров, начиная от 35 до 100 рублей, а цветы за 40-50 рублей. На рынке также можно купить рассаду тыквы, саженцы малины, яблони, сирени и рябины. Продолжают традицию выращивания растений агронома Арктического агротехнологического университета. Как говорят работники, весной здесь вырастили клубнику. Цены также начинаются от 35 рублей до 150. В этом году почему-то на помидоры больше спрос. На огурцы меньше, а вот на помидоры больше спрос. Не знаю. Вот эти 2 дня больше помидоров берут. Может быть, потому что потеплело на улице, ночи теплые стали. Люди стали на улицу уже помидоры уличные высаживать. Не переключайтесь и будьте в курсе главных событий.